18 мая в Национальном музее Чеченской Республики в связи с профессиональным праздником состоялась выставка редких экспонатов. На выставке побывали работники музеев со всей республики. Собравшиеся обсудили процесс реставрации музеев и проблему пополнения музейных фондов. Здесь были представлены самые ценные экспонаты фонда. Один из них – фрагмент мужского национального пояса, который выставлен впервые. Эта уникальная вещь относится к периоду Средневековья. Здесь также представлены и новые приобретения музея – произведения чеченских художников Асуханова и Заураева. В связи с профессиональным праздником все желающие могли посетить выставку совершенно бесплатно. Лучшие работники музеев были отмечены почетными грамотами и благодарственными письмами. Чеченская Республика в течение текущего года планирует полностью перейти на единую автоматизированную систему управления. Об этом сообщил Алхазур Алагаев, заместитель министра транспорта и связи. По его словам, создание электронного оборота документов является приоритетным направлением. Также планируется развитие автоматизированной системы управления, создание удостоверяющего центра цифровой подписи. Это контрольный орган, который должен определять подлинность электронных документов. В результате в скором будущем можно будет получить любые справки и бумаги в специальном месте, так называемом едином окне, многофункциональном информационном центре для оказания госуслуг. В начале года прошел пилотный запуск, но пока отсутствует регламентация работы в связи с тем, что нет четких ответов на вопросы, какие документы нужно отправлять в единый центр и за какие сроки это нужно сделать. Для развития такой системы необходимо подготовить нормативно-правовую базу, чем сейчас и занимается в Министерстве транспорта и связи. Всемирный день метрологии – международный профессиональный праздник, который отмечается 20 мая. В этот день в Чеченской Республике прошла выставка, на которой были представлены продукты питания и медицинское оборудование. Цель выставки – выяснить соответствие продукции стандартам качества. В свой профессиональный праздник Центр стандартизации и метрологии вручили грамоты и награды тем ведомствам и организациям, с которыми сотрудничали в течение года, чья продукция соответствовала всем стандартам качества. А главный приз получил агропромышленный комплекс «Центороевский». Их продукция пользуется большим спросом у населения. В Комитете по делам молодежи 20 мая состоялась встреча членов молодежного парламента, представителей общественных молодежных организаций с представителями республиканских властей. Здесь же присутствовали председатель парламента Чеченской Республики Духваха Абдурахманов, советник президента Чеченской Республики по религиозным вопросам Адам Шахидов, руководители муниципальных образований городов и сел республики и представители общественности. В ходе встречи Духваха Абдурахманов отметил, главное, на что должны обратить внимание сами молодые люди, это укрепление веры, воспитание в себе качеств истинного мусульманина и соблюдение норм и правил кодекса чеченца. Здесь же состоялось вручение благодарственных писем руководителям общественных молодежных движений и организаций, достигшим наибольших успехов в своей работе. Также спикер парламента Чеченской Республики Духваха Абдурахманов вручил удостоверение 5 новым членам молодежного парламента в честь 5-летия работы общественной молодежной организации. Единый государственный экзамен является единственной формой выпускных экзаменов в школе и основной формой вступительных экзаменов в вузы. С 2009 года все выпускники школ сдают единый госэкзамен по русскому языку, математике и другим обязательным дисциплинам. Пройдет единый госэкзамен, как планируется, в 2 этапа. На сегодняшний день уже утвердили расписание экзаменов. Первый экзамен планируется провести 27 мая. В этом году зарегистрировано свыше 12 тысяч учеников из 443 школ по всей республике. По данным Министерства образования, в отличие от прошлого года, единый государственный экзамен по математике усложнился. Но при всех присутствующих сложностях необходимо набрать 5 баллов.
В поддержку ученикам министерство выпустило брошюры со вспомогательными материалами, с помощью которых абитуриенты могут определить, какие дополнительные экзамены придется сдавать, выбирая ту или иную специальность.